Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Если обычные салаты вам слегка поднадоели, предлагаю вам поэкспериментировать. Уверяю вас, будет вкусно. Салат полон яркости и свежести, а это как раз то, что нужно летом. А готовит для нас сегодня наша прекрасная гостья, артистка балета Крымско-Татарского академического музыкального театра Анна Григорьева. С самого раннего детства Анна стала заниматься хореографией. В течение 10 лет состояла в ансамбле «Ильхам» города Бахчисарая. Множество фестивалей, концертов за эти годы подтолкнули ее к поступлению в Крымский университет культуры, искусств и туризма на кафедру хореографии. Принимала участие в проекте «Ойнах-Рым», где стала финалисткой. А сейчас с гордостью работает артисткой балета Крымско-Татарского музыкального драматического театра, радуя зрителей яркими хореографическими номерами. У себя в родном Бахчисарае преподает народные и эстрадные танцы в танцевальной студии Dance Juice, где насчитывается около 70 учеников. Анна не представляет своей жизни без танца. Именно он вдохновляет и наполняет ее жизнь. Хош келден, Анна. Селям алейкум, Айше. Как дела, как настроение? Все отлично. Настроение Ты знаешь, летнее. я очень рада тебя видеть. И ты вся такая позитивная и летняя, что вдвойне рада. Взаимно, тоже очень рада. Рассказывай, чем будешь удивлять нас, что будем готовить? Сегодня мы будем готовить необычный летний салат, который называется калейдоскоп. Так. Рецепт вот сегодняшнего моего салата отличается от привычного салата тем, что в привычный салат входит мясо, жареный картофель, а наш салат, он диетический, он легкий, он для тех, кто, как я и как ты, я думаю, кто бережет фигуру и кто хочет всегда выглядеть стройными, свежими. Вот. Ну что, вот такой у приступим? нас салат. А расскажи, Да. что входит вот в состав? Я вижу тут овощи, вижу орехи, такое сочетание интересное. Расскажи. Да, в наш салат входит капуста брокколи, Так. входит морковь, яблоки, грецкий орех, изюм, лук, и потом мы будем еще делать заправку. Так, Вот а такой. заправочку какую? Заправочку мы будем делать из сметаны, из майонеза и из лимонного сока. Здорово. Начнем, приступим? Начнем. У нас у мусульман говорят бисмиллях, когда начинают что-то готовить и что-то делать. Поэтому бисмиллях, деп, пошла и Ханя. Давайте начнем с того, что мы отварим капусту брокколи. Так, отварить ее нужно, Да, да? да. Угу. Смотри, на соцветие делить, либо такую? Давайте поделим на соцветия. Давай. Так. Сколько минут варить брокколи? 5-7 минут будет достаточно. То есть приварить, скажем так, Да. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Да, конечно, помню нашу первую встречу. Какой это был год, Ань? Это Вспомнишь? был, наверное, 2012, достаточно давно. Да, как раз я родила своего первенца, и меня пригласили сниматься в кино. И как раз на съемках этого фильма мы с тобой познакомились. Помнишь, да? Я помню, да, у нас была и общая сцена. Общая сцена была, да. Когда ты мне говорила, а он же вообще-то женился. Было такое. И у меня рассыпались яблоки и падали на пол, помнишь? Свадьба? Ну да, свадьба. А ты что, не знала? Ширали не посмел сказать Халиме, что его родители задолго до их знакомства определили его судьбу. Здорово. Самое запоминающееся было то, что это был март, и было очень холодно. Очень мы было старательно изображали август, мы были в легкой одежде. Было было безумно жарко. холодно. Да. Так что было профессия такое. актера нелегка. Очень непростая, очень. Как, собственно, и моя, как профессия хореографа. Я начну резать морковь. Угу. Морковь можно по желанию, можно ее нарезать, можно ее натереть на терочке. Вот. Ну, мы будем ее сегодня нарезать. Смотри, посолить нужно капусту или нет? Как ты считаешь? Немножечко можно Можно, посолить. Да. Я в большей степени питаюсь овощами. Во-первых, потому что нужно и за здоровьем, за фигурой следить, это полезно. А во-вторых, ну вот, потому что это вот мои личные такие предпочтения. Я вот овощи действительно люблю. А правда, что у хореографа есть такая вот фишка, что нужно взвешиваться, и ты не должен
превышать норму веса. Ой, есть такое, есть такое, конечно, да? Всегда, когда встаю на весы, всегда боюсь увидеть какую-то цифру, которую не хочется видеть, да. Ну, а что делать? Да, действительно. Придерживаюсь, да, стараюсь придерживаться правильного питания. Анечка, скажи, а вот как тебя постигла страсть к танцу? Это было в осознанном возрасте, либо в детстве? Это было в детстве. Я вот сейчас об этом расскажу так поподробнее. Давай, пока мы будем продолжать готовить, нужно немножечко подсушить орешки. Каким образом? На сковородке, без масла, просто на сухой сковороде. Поджарить немножечко их да? поджарить, да, чтобы они такие были хрустящие, вкусные. Вообще моя танцевальная история, она у меня началась, мне было 4 годика, меня мама отвела в танцевальный кружок, скажем так. Это было в Крыму, Ань? Да, это было в Крыму. Родилась ты? Я родилась в Бахчисарае, и жизнь моя прошла. Ты родилась, как и я, в Бахчисарае. Да, мы с тобой земляки. Вот. И первое мое знакомство с танцами, на удивление, оно было каким-то, ну, не то чтобы неприятным, ну, вот мне не понравилось. То есть я все время плакала, мне как-то было некомфортно. И осознанно я пошла уже в 1 классе. У нас в школе ритмика была в школьной программе, и это был мой самый любимый предмет, и я вот просто с большой радостью ходила и на дополнительные, и вот действительно уже начала осознанно, уже мне хотелось и выступать, и учить что-то новое. А свое первое выступление ты помнишь? Самое первое выступление, да, я помню, я училась вот или в 1, или во 2 классе, так уже, чтобы не соврать, я танцевала цыганский танец, я танцевала цыганочку, у меня была такая юбка цветная. И как? Был мандраж? Ты боялась? Да, я боялась, но это были настолько классные впечатления, настолько это было здорово, что вот, действительно, вот с тех пор я прям вот еще больше стала стараться, еще больше учить. И ты уже тогда знала, что ты свяжешь именно свою жизнь с танцем, что это не будет просто как хобби, я всегда хотела твоей жизни, твоей карьеры. Я всегда хотела себе творческую профессию. Если честно, я с детства мечтала быть актрисой. Актриса. Да. Ну, в фильмах ты тоже снимаешься. Бывает как-то, да. Кстати, я помню, когда мы с тобой снимались в фильме, вот общую сцену нашу, с тобой было очень комфортно, потому что есть актеры, с которыми не очень комфортно работать, а с тобой было довольно-таки комфортно. Ты так сразу с лету схватывала все задачи режиссера и выполняла с четкостью. Приятно, очень приятно. Да, похвалю тебя, похвалю. Спасибо, согласна. И как ты все-таки остановилась не на актерском мастерстве, а на хореографии? На самом деле хореография меня с возрастом стала больше привлекать. Я уже более осознанно начала ею заниматься, перешла в другой коллектив, уже целенаправленно занималась крымско-татарским танцем. Вот. Актерское мастерство как-то не то чтобы отошло на второй план. Там в школе я как-то участвовала в каких-то постановках. Но я тебе скажу, что для каждого хореографа важно еще быть в какой-то степени актером. Да, действительно, иногда... Нести себя. Это все нужно уметь. Да, и к тому же приходится перевоплощаться в различные образы. Ведь каждый танец – это тоже разный характер. Да, так и есть. Смотри, достаточно, либо еще Да, я думаю, что жарить? Достаточно. Убираем, да? Убираем. И немного убираем. остудить нужно, наверное. Пусть остынут, да. Но ансамбль «Ильхам», он ведь был крымско-татарским ансамблем. И всегда, да, и является. Есть. Да. А как ты пришла, будучи не крымской татаркой, не мусульманкой, в крымско-татарский ансамбль? Что тебя привело? Ведь есть множество и русских, украинских различных ансамблей. Привел интерес. Вот интерес к чему-то новому. Во-первых, мне всегда нравилось все восточное. И девочки из школы, которые танцевали в этом ансамбле, они все время рассказывали о репетициях, о каких-то выступлениях, о поездках. И мне захотелось попробовать, а смогу ли я вот как-то влиться в коллектив, понравится ли мне, получится ли у меня. Тем более на тот момент у меня был такой перерыв в хореографии, я из одного коллектива ушла, и вот хотелось мне попробовать что-то новое. И действительно, вот я как только пришла, через 2 месяца после своего прихода в ансамбль я уже поехала на гастроли на первый в Белоруссию, за границу. Вот. И я очень сильно старалась на самом деле, потому что меня как новичка сначала ставили в 3-й линии, мне хотелось быть хотя бы во 2-х, потом из 2-х уже в 1-й, то есть уже какой-то вот азарт, интерес. И действительно, вот крымско-татарская культура, музыка, танцы. Для меня это что-то настолько красивое, нежное, как для девушки, да, красивое, нежное, такое что-то волшебное. Да, вот я, исполняя крымско-татарский танец, я всегда стараюсь этот образ вот нести вот, да, до конца его раскрывать. Вот действительно, не знаю, мне кажется, что вот крымско-татарская девушка, да, вот, та же танцовщица крымско-татарского танца, это какая-то скромность, это
воспитание, это вот в каждом движении присутствует. И я вот всегда стараюсь, чтобы я максимально вот красиво, максимально правильно, максимально грамотно исполняла. Я недавно была на концерте Яша Ветан, Яша Милет в Крымско-Татарском театре. Мне очень понравилась концертная программа. Там были и вокальные номера, и масса интересных хореографических номеров. И знаешь, вот ты выделялась. И ни за что бы я не сказала, что ты не крымская татарка. Ты среди всех смотрелась тоже как татарочка наша. Как крымская татарочка. Машалла сана, Аня. Саугунас, чак саугунас. Я действительно над собой очень много работаю. Я каждый день стараюсь вот быть лучше. Я каждый день стараюсь как можно правильнее, ну, танцевать, как можно правильнее работать, потому что я работаю в Крымско-Татарском театре всего полгода, и, конечно же, я понимаю, что я еще уровнем своим, да, хореографии отстаю от тех, кто работает годами. Ну, для меня это очень ценно, для меня это очень важно. Ань, брокколи сварилась, наверное. Да. Да? Да, мы тут заболтались. А мы с тобой заболтались. Да, нужно выключать. И что, нам нужно, наверное, их освободить с кастрюлечки, да? Да, нужно освободить, переложить во что-то. Прежде чем пойти работать в Крымско-Татарский театр, ты ведь училась в университете культуры и туризма. Да, я училась на хореографа, я закончила этот университет в 2016 году. Театр занимает на самом деле очень много времени, вот. Учитывая, что это не одна моя работа, у меня еще есть студия. Да, Ань, расскажи про это, кстати. Я знаю, что ты преподаешь деткам Да, в Бахчисарае. да. Это ансамбль? Танцевальная студия, в которой на данный момент насчитывается около 70 учеников. Ого. Да, мы работаем меньше года, и вот у меня сейчас, где-то 65, где-то около 70. Ты одна преподаешь? Вот, да, у этого количества я преподаю одна, и поэтому очень Как ты все успеваешь? тяжело бывает разорваться. Есть ли название у вашего коллектива? Да, мы называемся Dance Juice. Угу. Вот, сочные детки. Смотри, готово. Так. Я думаю, нам нужно немножко подождать, Да, пока подождать, они пусть остынут, остынет. чтобы ручки-то не обжечь. Угу. Согласна полностью. А в театр было ли сложно устроиться в Крымско-Татарский театр? Ведь желающих много. Да, желающих. Театр он один у нас такой, крымско-татарский. Единственный в мире, как Самый лучший. Да, как мы любим говорить, да. Да. Было нелегко, конечно. Мне приходилось все свое мастерство демонстрировать, показывать. Где-то от волнения я что-то забывала, где-то я старалась вот как можно лучше. Я очень рада, что меня действительно взяли. Скажи мне, может, что-то нужно еще нарезать? Да, нужно Яблочки? будет порезать яблочки. Давай, я займусь яблочками. Порезать яблочки. Как, соломкой? Нет, не соломкой. Вот так на 2 части вырезать сердцевинку. А сама какую музыку предпочитаешь слушать и любишь больше? Классику, народный, либо поп-музыку? Разную музыку, и поп-музыку я люблю, и по своей профессии, когда ставлю какие-то постановки для детей, тоже приходится очень много из музыки выбирать, то есть приходится много материала музыкального прослушивать, чтобы что-то выбрать. Вот, поэтому времени, чтобы послушать музыку так для души, как-то у меня, можно сказать, что и не остается. Угу. Слушаю радио часто в машине, бывает, я переключаюсь на волну, слушаю крымско-татарские песни. Вот. А еще я очень сильно люблю крымско-татарские колыбельные, айнини. Мне очень сильно они нравятся. Это что-то такое... Включаешь перед сном, засыпаешь потом? Себе не включаю, но, возможно, когда у меня будут дети, я буду включать им. Почему нет? А как ты черпаешь вдохновение? Откуда? От природы, от людей, от просмотра каких-то номеров, не знаю, какие-то, возможно, кумиры у тебя есть? Нет, кумиров у меня нет. Я стараюсь просматривать и видеозаписи различных профессиональных коллективов, стараюсь учиться отовсюду. И когда я просматриваю видеозаписи со своих концертов, где я сама выступала, танцевала, тоже я не всегда с собой довольна. Я всегда смотрю, думаю, так, здесь нужно было как-то по-другому сделать, здесь как-то иначе. Вот. И потом уже стараюсь на репетициях уже это все отрабатывать, чтобы было как можно лучше, как можно красивее. Так что да, я человек очень самокритичный. С чего начинается твой день, Ань? С тренажа? На работе, да, каждый день у нас тренаж. А завтрак себе позволяешь? Завтрак я себе, у меня без кофе, честно говоря, день не проходит. Я всегда утренний кофе. Я очень люблю варить каве на молоке. Да, очень я вообще люблю с кофе экспериментировать, там добавлять и корицу или что-то. Вот у меня утро всегда с кофе начинается, я без этого не просыпаюсь, не знаю почему, уже, наверное, привычка такая. Вот. А да, на работе у нас тренаж.
который длится час. И вот мы разминаемся, разогреваемся, и после этого мы уже готовы работать, мы уже готовы прогонять концертные номера. Что у вас в планах? Какие-то новые программы? Ну, конечно, есть, да. Мы сейчас учим и к будущим мюзиклам танцевальные установки, и к спектаклям. Да, много планов на самом деле. Вот. Будем радовать зрителей. Желаю успехов. Будем стараться. Я, во всяком случае, от себя все зависящее буду делать. Молодец. Машаллах. Так, ну что, давай помогу, да, наверное, с яблочком. Смотри, а может достаточно нам столько? Или давай еще и это дорежем? Да, наверное, хватит. Так, я вижу, ты прекрасно справилась с морковью. Да, да. Красиво очень нарезала, как на плов, слушай. Как на плов. Мы ее должны сейчас переложить, освободить досточку. Так. Полезные все ингредиенты у нас. Да, салат очень полезный, учитывая, что сочетание ингредиентов такое достаточно необычное, но он очень вкусный, он очень такой полезный. Вот как будто бы ешь прям сразу витамины непосредственно. Как раз то, что нужно тебе, хореографу, Да. и как раз то, что нужно мне. И в всем моем нашим положении. телезрителям, я думаю. Да. Анечка, смотри, что Да. делаем с брокколи? Брокколи тоже нужно нарезать. Так, давай, помогу тебе. Давайте. Вот мы берем брокколи, отрезаем лишнее и просто вдоль. Не обязательно там как-то мелко. Вот, Достаточно крупно, да? Ну, да, на 2-3 части будет достаточно. Вот. Так. Можно вот в эту тарелочку сразу. Мгм. Наши готовые брокколи. Мгм. А у тебя вот кроме хореографии есть какое-то хобби, возможно? Что ты любишь? Готовить любишь, Ань? Готовить. Каждая крымско-татарская девушка должна уметь готовить вкусно. А как у тебя с этим Я считаю, что сложилось? вообще любая девушка, потому что все-таки женщина-хранительница домашнего очага, должна уметь готовить. И я бы готовила с большим удовольствием. Но вот из-за банальной нехватки времени, конечно, я готовлю редко. Но метко. Да, редко, но метко. Люблю что-то необычное придумывать, готовить. И очень Это мы люблю, уже конечно, поняли. Конечно, овощи я люблю. И вот в основном готовлю что-то из овощей. Так, значит, готовить любишь, только времени не хватает, но умеешь. Мгм. Это самое главное. Что еще любишь? Очень люблю путешествовать. Где Вот. была, рассказывай. Это прям моя страсть. Помимо Крыма, помимо России, Украины, где была? Была в Европе, была в Польше, в Румынии, в Чехии, в Венгрии. Была в Турции очень много раз. Очень Турцию люблю. Ну, в Опять-таки планах- восточная страна тебя больше любит. Да, да. Я больше того скажу, я кроме этого еще и до того, как поступила на факультет хореографии, я училась на факультете иностранных языков, на английском, да, на англо-турецком. Да. Было, Вот видишь, было и сколько я такое. нового о тебе узнаю сегодня. Целый год я училась, да. Училась хорошо. но Какие языки изучала? Изучала английский язык, изучала турецкий. Когда-то еще по школе изучала испанский язык, мне нравился. Ну, вообще у меня предрасположенность к языкам такая, что вот мне они очень легко даются. Супер, ты знаешь, это очень хорошо, это очень приветствуется, тем более для творческого человека. Ты же много будешь гастролировать. Ну, да. И это всегда пригодится. В любую страну, куда поедешь, ты уже знакома с языком. Согласна. А с традициями знакомиться других каких-то народов. Да, очень я Нравится? люблю, очень, конечно, что-то узнавать для себя новое, узнавать, что здесь вот делается так-то, а здесь, допустим, как-то по-другому. Да, для меня это всегда очень было интересно. Ну что, капуста готова? Капуста у нас готова, да. Так, теперь нам нужен лук. Мы должны его порезать и немножечко измельчить орешки. Давай, орешки насколько мелко? Буквально чуть-чуть, буквально вот пополам, потому что чтобы они не были прям совсем такими крупными. Жареные орешки – это, конечно, то, что я люблю. Мгм. На 2, смотри. Да, вот будет достаточно вполне, конечно. Мгм. А казусы какие-то такие хореографические бывали в твоей жизни? Там, не дай бог, ногу подвернула, когда выступала, либо платье порвала прямо перед выступлением. Бывало такое? Да, у меня однажды был такой момент, что у меня на платье сломалась молния. Она у меня просто вылетела, и слава богу, что танцевали не все девочки из коллектива. Одна девочка как раз, вот у нее вот был перерыв, и я чуть ли не раздела ее, просто не сняла с нее платье, потому что мне надо было вот уже через 30 секунд выходить на сцену, а у меня эта сломанная молния, я не знаю, насколько быстро я по-солдатски, я в ее платье, значит, ее платье на себя надела.
Вот, и, да, быстро-быстро на сцену танцевать. Так, если бы она меня не выручила, конечно, я не знаю, что бы я делала. А если бы она тебе сказала, не дам свое платье? Нет, у нас такого не бывает. Мы все понимаем, что случается всякое, мы друг другу стараемся помогать. А вот ты говорила, что ты еще училась на филологии. Да. А как так, если ты уже знала, что ты хочешь быть хореографом? Почему ты решила отучиться сначала на филолога? Ну, был момент, когда я не была уверена в том, что в профессии хореографа, конкретно в моем случае, что это вот мой путь, что у меня получится. Я немножечко в свои силы не верила. То есть ты думала? Да, я так думала. Я поступила туда, где я железно знала, что у меня получится, потому что языки мне всегда легко давались. Я знала, что я буду хорошо учиться, я знала, что, что действительно здесь мне будет легко. Но отучившись буквально полгода, все, я уже поняла, что нет, что нужно... Что-то менять. Что нужно менять, что нужно поступать, да, на другую профессию. Вот. Очень, конечно, я благодарна моей маме, которая меня в этот момент поддержала, которая не сказала, что нет, как-то ты же учишься на бюджете. Ты... Знакомая с твоей мамой, прекрасная женщина, прекрасная, очень красивая, Да. очень общительная. Привет, мамочки. Да, передам. И спасибо за обязательно. такую дочурку. Передам. Чохсал, у нас очень приятно. Вот. И вот она меня поддержала. В какой-то степени, да, вот морально помогла. Хотя, в принципе, я ко всем экзаменам, ко вступительным, ко всему я готовилась сама. Вот. Я еще, когда поступала на хореографию, у меня еще была травма, я хромала. Ничего себе. На вступительный экзамен я приехала такая вся на обезболивающих. То есть, это было нелегко. Но мама всегда была, есть, и, я думаю, будет моей моральной поддержкой. Всегда она меня поддерживает, всегда она меня как-то направляет в нужное русло. То есть главный человек в твоей жизни Да. – это мама. Да, Прекрасно. во всем. И она всегда ходит на мои выступления и на концертной программе. Яша Ватан, Яша Милет, она была. Она меня, конечно же, похвалила, но мама вот тот человек, который всегда, просматривая мои выступления, она мне всегда говорит, что было так, что было не так, на что нужно обратить внимание. Вот она не просто меня хвалит, что да, вот я ее дочка, что я лучше всех должна быть для нее. Она мне всегда какую-то критику говорит, потому что, вот как она мне последний раз сказала, если я тебе не скажу, тебе никто этого не скажет. Правильно. Вот, поэтому я к ней очень, конечно, прислушиваюсь. Она мой главный советчик, она моя главная поддержка. Вот, я стараюсь ее не огорчать, я стараюсь жить и работать так, чтобы она мною гордилась. Я думаю, что она уже тобой гордится, потому что для достаточно юного возраста ты уже многого достигла, Аня. Желаю тебе не зазнаваться, достигать все больше и больше успехов. Ну что, орешки тоже готовы. Да, орешки у нас готовы. Теперь что мы делаем? А теперь нам нужна большая тарелка, куда мы все это будем выкладывать. Так, давай. Подготовим. Угу. Куда ее? Подвинем все, тарелочку сюда и рассказывай, как. А соус будем делать? Да, я думаю, мы сейчас все выложим, а потом приготовим соус. Хорошо, который давай, положим в рассказывай. серединку. Ложечка нужна? Нужна, можно, в принципе, аккуратно и руками выложить. Да, потому что, чистые. да, потому что калейдоскоп, он у нас будет по принципу вот круга выложено, все будет так вот Да, порционно, да. красиво. Ну, давайте начнем мы с капусты, Давай. с нашей, да? Давайте мы ее Ты покажи для начала, как. Вот мы ее... Как-то будет чередоваться или по одной вот горочке? Нет, оно по одной горочке По всё одной будет, горочке. да. Так, яблочки, да? Так, да, яблочки. Теперь сюда вот так рядышком, Да, тоже пусть, горочка. да, пусть будут яблочки. Я бы назвала этот салат еще витаминный. Ну да, можно и так назвать. Так, морковь. Так, что следует за яблоками? Орешки. Орешки. Да, наши орешки выкладываем. Двигаем, Угу. подвигаем. Получается изумительно. Так, еще нам нужен изюм. Сюда вот, орешком. Вот так, да? Угу, да. И лучок. Надо для него немножечко оставить место, красиво выложить. Я очень люблю блюда, которые с красивой подачей. Эстетически, чтобы Да, выглядело, да, да. красиво? Я очень люблю, если я прихожу в какое-то заведение и что-то заказываю, я очень люблю, чтобы мне принесли не просто там вкусное, да, что-то, Да, но а и чтобы красиво. оно было вот красиво, чтобы оно как-то, да, вот необычно, может быть, как-то было выложено. Вот, прямо очень мне это нравится. Мгм. Сама такая же. Аня. Ну вот, Женщины все-таки любят глазами. это Да. правда.
А теперь остался наш последний штрих. Мы должны подготовить соус. Для этого нам потребуется сметана, лимон и майонез. А майонез я тебе предложу вот такой чудесный, торговой марки «Мечта хозяйки». Хозяйки знают, что выбирают. И если они выбирают майонез, то только мечту хозяйки, Анечка. Вот и мы его выберем. Так, лимон что нам? Лимон Сок мы- понадобится? Да, нам понадобится лимонный сок, поэтому лимончик Порежу. пополам. И будем сок выдавливать, пока пусть лежит, ждет своего часа. Так, Так, майонезик. Да, давайте майонез. Сколько майонеза потребуется? Вот Ну, пачка давайте всё? так на глаз. Я думаю, по чуть-чуть меньше, чем пачка. Вот столько, да? Да, я думаю, что хватит. Мгм. Если что, добавим. Мгм. Так, теперь сметана. Где-то 3 столовые ложки. Раз. Так, Два. и вот такую небольшую. Вот так, 3. Хорошо. Так. И доверю тебе лимон. И, да, и лимон. Лимон я выдавливаю, если честно, тоже вот прямо сразу в ложку, Мгм. чтобы примерно... Сколько нужно? Половинку? Нет, целую столовую ложку. Целую столовую ложку. Да. Можно даже больше, потому что он делает вкус таким пикантным, интересным, поэтому... А солить, перчить нужно сам салат, либо соус? Ань? Соус. Соус. Соус нужно, да, посолить и поперчить. Как раз сейчас Мгм. давайте этим и займемся. Все, я думаю, лимончик Всё, можно да, убрать? лимончик? Да. Да. Вот смотри, соль и перец. Мгм, мгм. Красота. Давайте. Так, хватит. И перчика. Перчика. Ну что, наш соус готов. Осталось положить вот это вот красивенько в серединку. Так, заправить еще. Слушай, получилось так красиво, что даже не хочется нарушать вот эту красоту. Да, вот не подача будем мешать. выглядит вот так. Давайте не будем. Покажем нашим телезрителям вот эту всю красоту. Вот так вот подается наш салат. Салат «Калейдоскоп». Прекрасно. Анечка, наша торговая марка «Леба» дарит тебе вот такой прекрасный ароматный кофе. Кофе любишь? Ты говорила, что любишь пить по утрам Да, хаве. очень люблю Так хаве. что тебе Чоксаус. достаточно будет на долгое время. Очень приятно. Большое спасибо. И тебе спасибо за вкусный рецепт и за прекрасное общение. Пожелай что-нибудь нашим телезрителям, Аня. Всем телезрителям я хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, огромного оптимизма, верьте в свои силы и надеюсь, что наш сегодняшний рецепт вам пригодится, украсит ваш стол и станет вашим самым любимым летним блюдом. Дорогие телезрители, предлагаю вам готовить вот такой замечательный салатик летний, салат «Калейдоскоп». Желаю вам всего самого прекрасного летнего настроения, прекрасного отдыха. Софрага Буйранас. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый.